Диана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Штаб татарской молодежи, штаб татар Москвы приветствует вас. Мы впервые у вас в кадетской школе в Казани. И очень хочется узнать, как давно существует музей 146-й дивизии, как давно вы им занимаетесь, как давно работаете здесь. Музей 146-й дивизии очень давно был создан, уже после того, как отпраздновали 20-летие Победы в 1965 году. Собрались ветераны и вот решили создать музей 146-й стрелковой дивизии в Казани. И такой же музей есть, не такой же, чуть-чуть поменьше, в школе номер 15 есть в Москве. То есть вот ветераны, они как раз активно стали вспоминать свой боевой путь, собирались в первый раз после 20-летия. Некоторые ветераны, как известно, работали в нашей школе этой дивизии. И вот было высказано предложение собрать то, что у них есть в виде экспонатов, и создать музей. Музеем руководила Вайсенберг Рема Вениаминовна. Я в этот музей пришла в 2011 году руководителем, когда Рема Вениаминовна уже достаточно тяжело болела и ушла из школы на пенсию. Работаю я в этой школе с 2010 года. На базе этого музея было решено мной создать поисковый отряд. И у нас работа поисковая и музейная, она строится совместно. То есть ребята-поисковики, которые выезжают в леса на раскопки, они же являются и сотрудниками данного музея, они же занимаются описанием экспонатов, они же у нас проводят здесь экскурсии, и все различные мероприятия, которых у нас тоже здесь много, как вы уже видели, что мы тут макеты даже делаем по Великой Отечественной войне. Сейчас у нас задумка грандиозная, макет битвы за Москву с зима 41 на 42 год. То есть как раз тогда, когда сражалась 146-я дивизия, она была сформирована у нас в Казани в январе 42 года, и в бой вступила. Первые бои были с 12 по 21 апреля, как раз самые тяжелые, где в основном наши все татарстанцы, к сожалению, погибли, и из 3 больших полков был собран всего лишь 1 батальон в живых, тех, кто остался в живых. Первый боевой рубеж, который для наших татарстанцев оказался очень тяжелым и сложным. Впоследствии дивизия была деформирована теми, кто воевал там под Москвой, некоторыми другими бойцами, которые пришли из различных госпиталей, поступили в дивизию. И через год только, в 1943 году, она вновь пошла на прорыв Варшавского шоссе и дальше захватила Спасдейменск, потом ее перебросили в Прибалтику, и дошла она до Берлина. И, кстати, тоже показательно, что наша 146-я дивизия одной из первых вошла в Берлин, и был захвачен вокзал. Это были тяжелые бои, но очень хорошо, что есть полностью по дням боевой журнал действий нашей дивизии в Берлине. К сожалению, по другим сражениям нет таких точных данных, как по сражению в Берлине. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы сохранить память о наших бойцах. Несколько лет искали могилу Шаги Хатыбовича Садыкова, который, как мы знаем, погиб около Спасдейменска, но так как он был командиром артиллерии, его на самолете тело доставили в Казань и похоронили на Арском кладбище. Эта могила для нас она была потеряна, мы ее искали, и в конце концов нам помогли ребята из организации «Наше региональное объединение Отечества», просто перебирая данные по различным захоронениям Арского кладбища. Они нашли описание этой могилы, по описанию нашли само захоронение. И мы сейчас каждый год осенью, в октябре где-то, мы ходим и приводим в порядок это захоронение Шаги Хатыбовича Садыкова, как и другие остальные воинские. К тому же надо сказать, что в нашем здании здесь, в школе, в здании интерната был в годы Великой Отечественной войны численно-лицевой госпиталь, и тоже, можно сказать, мы об этом ставили постановку с ребятами, и поэтому на Арском кладбище есть еще и захоронение тех бойцов, которые не выдержали, и в госпитале, к сожалению, закончили свой путь. В общем, всячески стараемся сохранить память, пытаемся общаться с родственниками, очень много проводим мероприятий, особенно тех, которые нам предлагает Объединение Отечества, то есть ездим на фестивали поисковых отрядов, на встречи, выезжаем на марши памяти, это ставим постановки в обычных школах по Республике Татарстан с целью показать, рассказать какую-то подробную тему, связанную с Великой Отечественной войной, или в целом, или провести викторину. В общем, всячески пытаемся привлекать молодежь, школьников к этой теме.
вот, к работе нашего поискового отряда. А вот если вообще посмотреть, вот у нас первая экспедиция как раз вот здесь есть в небольшой ширме, мы представили фотографии небольшие, а так у нас было уже несколько экспедиций, 3 экспедиции в Любань Ленинградской области. Ну, дело в том, что выезжать туда, куда хочется, не всегда со школьниками получается, потому что это связано с тем, что детям в поисковых экспедициях достаточно сложно, и выезжать можно только туда, где есть особая вахта памяти, которая принимает детей. Ну вот долгое время мы учились на, можно сказать, примере того, как ребята работают в нашей организации Объединения Отечества в Любани. Вот 2 раза выехали мы на Зайцеву гору. Первый раз у нас был такой разведывательный поход, то есть мы общались с местными жителями, узнали очень много нового о том, как проходили бои именно под Зайцевой горой. То есть мы видели саму Зайцеву гору, нашли то место, где была дислокация нашей дивизии, да, то есть видели сами эти окопы, видели блиндажи. Вот, даже приняли участие в раскопках Западного фронта в 2016 году. Вот. Сейчас несколько лет мы уже копаем на Невском пятачке. В силу того, что на Невском пятачке работает сразу же несколько казанских школ, и для школьников место достаточно удобное и не такое опасное, как, допустим, вот под Зайцевой горой или в Любани. То есть попроще копать. Конечно, там же еще и боеприпасы могут быть, да. Вообще опасно. На Невском пятачке работа строится вдоль дороги, и поэтому это менее безопасно, это не в глубоких лесах. И вот поэтому выезжаем на Невский пятачок. Но сейчас у нас в планах есть поход по боевому пути нашей дивизии, которая прорывала Варшавское шоссе и шла к Спасдеменску. Мы хотим восстановить их боевой путь и посмотреть, проследить то, как выглядят памятники, да, может быть, даже найдем кого-то из пропавших без вести. Вы сказали, что вы уже даже создали один видеофильм. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это делалось, кто это делал. То есть, получается, сами ребята снимали видеофильм практически на телефон, да? И можно посмотреть это в Ютубе, получается, на сайте кадетской школы, наверное, или у вас Сейчас канал я вам свой? расскажу. Ну, на самом деле мы пытались профессионально снять, но там были некоторые технические такие вот, можно сказать, у нас ошибки, да, в плане знания о том, как работать с профессиональной техникой, поэтому не везде она у нас работала, вот, не везде хватало у нас зарядки и так далее. И, в общем, в результате получается, что многие кадры ребята снимали сами на сотовый телефон. Идея такая была, что мы поедем из Казани на Зайцеву гору, изучим всю эту местность, поговорим с местными жителями, посмотрим музей, который там есть. И ребята на тех самых местах, где проходили бои, будут рассказывать про эти точки. И вот у нас есть ребята, вот сейчас у нас в 11 классе учится Назар Барков, да, некоторые другие ребята, они снимали, рассказывали, еще тогда были пятиклашками, шестиклашками, рассказывали про вот эти вот сражения. Вот впоследствии мы со старшеклассниками добавили к этим кадрам еще и рассказ, связанный с боями Александра Лесина, который давно уже, к сожалению, умер, но это был известный журналист, который единственный оставил подробные воспоминания, дневник, он назывался «Была война», это такая большая книга про бои 146-й стрелковой дивизии. Вот из этой книги мы очень много взяли его воспоминаний, и просто ребята зачитывали воспоминания, а на эти кадры накладывали кадры, связанные с военными действиями под Вязьмой, то есть вот именно в том месте, да, в Калужской области. То есть мы их нашли в интернете и рассказывали о том, как наша дивизия шла к фронту, как она воевала. Но дивизия формировалась в Казани, и поэтому некоторые ребята рассказывали еще про те места, где формировалась дивизия, как она формировалась, уже по другим воспоминаниям бойцов. Допустим, вот по воспоминаниям Белоусова и некоторых других, как вот формирование проходило в Казани, как проходило обучение нашей дивизии. Фильм называется «146-я стрелковая от Казани до Зайцевой горы». Но фильм мы еще не успели выставить в YouTube. Все-таки была идея его доработать, да, довести до ума. Но нужен профессионал, который хорошо это все сделает. Вот убрать некоторые там заминки детские.
и выставить. А пока он у нас на сайте, на ВКонтакте находится, в группе нашего музея. Есть у нас такая группа с ребятами, музей 146-й стрелковой дивизии. Там наше видео мы выставили. А вообще мы это видео показываем всем пятиклассникам, когда они у нас проходят этот музей. То есть в октябре у нас идут экскурсии всех пятых классах по музею, мы их знакомим с этой дивизией. Вот. И потом в классах мы показываем этот видеоролик, вот первый, чтобы они сами поняли, что снимали ребята, что это была идея именно «Кадет». Да, я так благодарна вам за то, что вы делаете, и особенно приятно именно вам, вашему музею подарить книги, которые Да. издал наш штаб «Татар Москвы». Мы это сделали тоже с большой любовью к истории, к сохранению военной истории, истории России в целом, потому что сейчас, к сожалению, очень перевираются факты и вообще искажается история военная. Спасибо вам огромное за то, что вы это делаете. Знаю, что это сложно и физически, и интеллектуально, но Вот это интересный святое вопрос, дело. да, можно